Здравствуйте! В прямом эфире новости Татарстана, в студии Елена Зинатуллина. И вот о чем сегодня расскажем. Дальше больше. На наших глазах проходит глубокая модернизация предприятия. Это совершенно новый завод. Рустам Минниханов заложил камень в основание новых цеха и учебного центра Казанского вертолетного завода. Когда и какими они будут, узнал Рамиль Шайдуллин. Они на страже порядка, и у них сегодня праздник. Труд непростой, труд по-своему опасный, но вы выбрали эту профессию. Как в Татарстане отметили День полиции, расскажет Дмитрий Аренин. Приехал домой, оплати парковку. Я считаю, это грабеж населения. Жители улицы Чистопольская возмущены решением городских властей. С подробностями Юлия Гоголева. Традиция татарского народа – праздник гусиного пера. Принимать участие начиная от Тюмени, Башкортостана, Оренбурга, Пермской области, Татарстана, также Ханты-Мансийский автономный округ. Сегодня в Казани определили победителей фестиваля «Кос МС». Об этом подробнее Алия Хайрудинова. Сегодня на базе Казанского вертолетного завода заложили первый камень в основание нового цеха окончательной сборки винтокрылых машин и Центра обучения специалистов. Это новая веха в развитии авиационной отрасли республики. На церемонии присутствовали президент Рустам Минниханов, руководство госкорпорации «Ростех», холдингов «Вертолеты России» и «Технодинамика». Производство будет оснащено парком современного оборудования и позволит повысить производительность труда за счет организации непрерывной сборки машин. Когда все это откроется и что это даст Татарстану, Рамиль Шайдуллин обо всех деталях. Значит, там цех будет стоять вот так вот, до забора КАИДа. Казанский вертолетный завод прирастет сразу двумя новыми корпусами. Рустаму Минниханову и руководству Ростеха показывают, где они будут располагаться и какие функции выполнять. А профессиональный центр туда? Весной 2024 года на этом месте откроется цех окончательной сборки вертолетов и Центр профобучения. В едином порыве пригаситесь к экрану. На наших глазах проходит глубокая модернизация предприятия. Это совершенно новый завод. Строительство нового цеха окончательной сборки станет очередным этапом развития предприятия. Прежний был построен еще в 1953 году. Устарел и физически, и морально. Потребность большая. У нас здесь огромный центр. Вообще промышленный, Ростеховский, я имею в виду, авиационный завод, полетный завод, ряд еще предприятий. Здесь крайне необходимо это делать. И планировали изначально открыть здесь. Для самих работников КВЗ это событие года. Считают, предприятие давно нуждалось в модернизации. Естественно, каждый рабочий считает, что чем будет новее цех, тем улучшатся его условия труда и повысится квалификация и все остальное. Благодаря автоматизации многих процессов в новом цеху будет организована поточная сборка машин. То есть многие операции будут идти одновременно. Если там будут все современные новые технологии приниматься, это будет, мне кажется, даже лучше. Это обязательно нужная часть вот этого производства. Для современных технологий потребуются и современные знания. Вместе со сборочным цехом сегодня на заводе дан старт и строительству нового учебного центра. Здесь будут готовить специалистов для авиастроения по самым современным стандартам. Мы вводим вот эту бесшовную технологию, значит, центр подготовки, среднее специальное образование и школы. Высшие школы, то есть Казанский авиационный институт. Появление такого учебного центра – это веление времени. И очень отрадно видеть то, что сегодня на Казанской земле мы стартуем. Центр профобучения на 650 учащихся. До 70% времени студенты будут проводить у современных станков. И обучающиеся смогут выбрать сразу несколько рабочих профессий. Рамиль Шайдуллин, Адельмин Дубаев, ТНВ. Казань. День рождения великого конструктора и человека, чей вклад в авиаотрасль невозможно переоценить. Научная общественность Татарстана сегодня вспоминает Андрея Николаевича Туполева. Он родился 133 года назад. К его монументу у третьего здания КНИТУ-КАИ этим утром ученые и научные сотрудники возложили цветы и почтили его память. При личном участии Андрея Туполева построили более 70 типов самолетов. На них совершили 28 уникальных перелетов и установили 78 мировых рекордов. В Казани его имя носит 3 авиационных предприятия, их детища самолеты Ту и Казанский национальный исследовательский технический университет.
Он неоднократно здесь бывал. И мы знаем, что вместе с заводом развивался и город. Для меня удивительно в свое время было узнать факт, что когда было принято решение о строительстве авиационного завода, в Казани жило 200 тысяч человек, а на строительство завода приехало 100 тысяч человек. То есть, и мы же понимаем, кто приехал. То есть как раз вот инженеры, конструкторы, проектанты, просто рабочие. Поэтому, ну и наш институт появился благодаря этому кластеру. Мы готовили специалистов, продолжаем готовить. И сегодня же в Казани Рустам Минниханов выручил международную премию имени Андрея Туполева. В этом году престижной награды удостоен генеральный конструктор, директор бюро имени Архипа Люльки, филиала Уфимского моторостроительного производственного объединения, профессор Евгений Марчуков. Он сегодня один из самых известных в стране специалистов по разработке и эксплуатации газотурбинных двигателей и двигателей для боевой истребительной авиации. Евгений Марчуков – автор более 100 печатных работ, 7 монографий и 4 учебников для авиационных вузов. 8 его разработок вошли в базу 100 лучших изобретений России. Указом президента Татарстана международную премию имени Туполева учредили в 2014 году. Она присуждается раз в 2 года для поощрения российских и иностранных ученых за выдающийся вклад в области инженерных наук. Для меня это большая честь, потому что я вообще считаю, что инженер – самая творческая профессия в мире. Когда там поп-звезды говорят, вот я творческая личность, да никакое это так. Настоящее творчество, когда зародилась мысль, потом она появилась на бумаге, на компьютере, а потом летит в небе. Вот это творчество. В Татарстане зарегистрировано 242 новых случая коронавируса за последние сутки. Большинство заболевших из Казани, Набережных Челнов, Чистопольского, Бугульминского и Нижнекамского районов. По стране инфицированных более 39 тысяч. Сегодня же ковид установил новый антирекорд. Вирус унес жизни 1239 россиян. 11 из них татарстанцы, это 6 мужчин и 5 женщин. За сутки в республике привились более 22 тысяч человек. Жители 7 домов по улице Чистопольская, Казани, сегодня вышли на защиту парковки у себя под окнами. До недавнего времени на участке дороги в 20 метрах от их домов они беспрепятственно ставили свои машины. Несколько дней назад здесь установили знаки «Платная парковка» и «Остановка запрещена». И ставить машины стало некуда. Почему бесплатная парковка стала платной, как ситуацию комментируют в исполкоме Казани? Ответы на вопросы нашла Юлия Гоголева. Нет платной парковки! Наболело, в один голос говорят жители 7 домов по улице Чистопольская. В начале недели вдоль дороги под окнами появились знаки «Остановка запрещена» и «Платная парковка». Платная парковка перед жилым домом, в общем-то, это нонсенс. Город для горожан. Девиз наших градоначальников на сегодняшний день. На сегодняшний день, получается, город не для горожан. То есть наши условия только ухудшаются. Внутридворовая территория почти в каждом из этих домов для автомобилей закрыта. Решением собственников здесь организовали детскую площадку. Проезд держат свободным для пожарных и спецтехники. Поэтому до недавнего времени автомобилисты парковались вокруг домов и вдоль дорог. Для многих машина – это не роскошь. Это средство, это возможность, вот, в частности, для инвалидов, для детей, для семей многодетных детей, возможность улучшить качество своей жизни. Вопрос касается почти 3000 человек. Многие здесь живут больше 15 лет и не думали, что поиск парковочного места станет головной болью. По словам жителей, проблема с парковкой у них началась задолго до того, как установили эти знаки. Каждый раз, когда на Акбарс-арене или во Дворце водных видов спорта проходят масштабные мероприятия, парковочные места вблизи этих домов занимают болельщики. И жителям приходится оставлять свои машины, где придется, порой даже на газонах или тротуарах. Наши дома стали прекрасным золотым местом для эвакуаторов, которые приезжают у нас утром, днем, вечером. В исполкоме Казани о недовольстве жителей знают, но приводят свои аргументы. Как выяснилось, комитет по транспорту совместно с ГИБДД Казани решение о платной парковке и установке спецзнаков приняли давно. Все истоки относятся к 2015 году, когда была утверждена комплексная схема организации дорожного движения. И вот в этой комплексной схеме было как раз рекомендовано одним из разделов по улучшению транспортной ситуации в городе Казани организация парковочного пространства. Тогда же были построены многоуровневые паркинги к этому времени, появилась альтернатива. По словам Марата Хисамудинова, люди паркуются по обе стороны дороги, иногда и в 3 ряда. Тем, кто движется навстречу, сложно разъезжаться. В случае с ЧП в заторе могут оказаться и пожарные, и скорая. Новые знаки должны разгрузить этот участок в часы пик. Подобная практика на других улицах
улицах себя уже оправдала, говорят в мэрии. Мы анализировали посредством датчиков АСУ-ДД, автоматизированной системы управления дорожным движением, трафик, скорость движения. И скорость увеличилась на 5 км в час на тех улицах, где организованы парковки, а пропускная способность на 18 км в час. Получается, у жителей 7 домов на Чистопольской только 2 варианта парковки. Один в километре от дома около торгового центра бесплатно, или же оплачивать парковку под окнами днем. За вечернее и ночное время деньги не взимаются. Юлия Гоголева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Приволжский районный суд Казани сегодня избрал меру пресечения Рустаму Исамову, директору фирмы «Ирбис». Напомним, 4 ноября во время земляных работ в коттеджном поселке Брайт-Парк Казани произошло обрушение грунта. В результате погибли 21-летний мужчина и 14-летний подросток. По материалам дела трагедия стала следствием неисполнения директором «Ирбиса» и иными лицами требований безопасности при прокладке канализации. Как выяснилось, фирма не имела ордера на производство земляных работ и инженера по технике безопасности. Рустама Исамова задержали сегодня. Суд при вынесении решения учел, что он многодетный отец, и отправил его под домашний арест до 4 января. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Мой подзащитный не виновен. У следствия в настоящее время каких-либо сведений, подтверждающих то, что мой подзащитный причастен к совершенному преступлению, не имеется. Следователь в суд такие документы не предоставил. Россия сегодня отмечает День сотрудника органов внутренних дел. В этом году исполнилось и 10 лет, как милиция стала полицией. Стражей порядка сегодня поздравил Рустам Минниханов. Президент Татарстана вручил ключи от служебных автомобилей участковым полиции, сотрудникам ГИБДД, патрульно-постовой службы. Это передовые подразделения, которые первыми приходят на помощь. Как новая техника поможет полиции и какие перед ней стоят задачи, узнал Дмитрий Аринин. Заверяю, руководство республики всегда поддерживало и будет поддерживать все начинания Министерства внутренних дел. Очередной поддержкой стали 63 новых внедорожника. Они отправятся в города и районы республики. Новую технику получили участковые, сотрудники госавтоинспекции и патрульно-постовой службы, то есть передовые подразделения полиции. Хотел бы выразить слова огромной благодарности за ту работу, которую проводите по обеспечению безопасности и стабильности на территории нашей республики. Отдельно слова благодарности за ту работу, которую проводят сотрудники органов внутренних дел по обеспечению борьбы с коронавирусом. И, конечно же, этот транспорт позволит повысить боеготовность, оперативность и облегчить ваш труд. Участковый Айдар Фахразиев несет службу в 4 сельских поселениях Муслюмовского района. Села отдаленные. В день накручивает десятки километров. И новый внедорожник как нельзя кстати. Отдаленность от районного центра 50 километров, как говорится. Приходится выезжать любое время дня и ночи. Так, как говорится, преступность не дремлет. Внедорожник теперь в помощь сотруднику патрульно-постовой службы набережных Челнов Булату Хамидуллину. В полицию он работает 5 лет. Как говорит, о выборе профессии не жалеет. О своем выборе не жалею, служу осознанно. Приходится осуществлять выезда, дачные сообщества, территории, заброшенные участки, где большую роль играет проходимость, также заснеженные места, либо болотистые во время поисков. Глава МВД Артем Хохорин отметил, с каждым годом улучшается материально-техническая база полиции, ремонтируются отделы внутренних дел, на страже порядка новые компьютерные технологии. Нам грех жаловаться на вопрос оснащенности. Мы помним 90-е годы, когда не хватало элементарной бумаги, машин было очень мало, техники было очень мало. Сегодня оснащенность органов внутренних дел, особенно органов внутренних дел Татарстана, на самом высочайшем уровне. Современные технологии, компьютерная техника, автотранспорт практически 100% оснащенности. И огромная благодарность и руководству МВД России, и руководству республики в лице Рустама Галевича за всемирную постоянную поддержку. Всех сотрудников МВД Республики Рустам Минниханов поздравил на торжественном вечере. Здесь президент Татарстана вручил госнаграды отличившимся полицейским. От вашей оперативности и профессионализма зависят человеческие жизни и судьбы. Вашими приоритетными задачами является борьба с криминалом, противодействие незаконному обороту наркотиков, терроризму
и нелегальной миграции. В последние годы полицейским Татарстана раскрыт ряд резонансных преступлений. Проводятся успешные операции по борьбе с коррупцией. Обеспечена безопасность крупных международных мероприятий. Масштабные задачи стоят и в будущем. Дмитрий Аринин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. Личный состав и ветеранов органов внутренних дел с профессиональным праздником поздравил полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. Он поблагодарил тех, кто продолжает находиться на переднем рубеже борьбы с преступностью. Особые слова признательности и пожелания крепкого здоровья ветеранам органов внутренних дел, отдавшим службе лучшие годы своей жизни. В этот праздничный день хочу пожелать всем сотрудникам органов внутренних дел счастья, благополучия, дальнейшей плодотворной работы на благо Российской Федерации, говорится в поздравлении Игоря Комарова. Сотрудники пожарного надзора Апастовского района сегодня установили больше 800 пожарных извещателей. Умные приборы появились в 270 домах 5 сел района. Для сельчан все бесплатно. Такие пожарные извещатели уже не раз доказывали свою эффективность. Только за 5 лет благодаря сигнализации спасены около 200 жизней. Вероника Ганудинова продолжит. Здравствуйте. Мукадиса Сафина встречает гостей. Это спасатели Апастовского отделения МЧС. Сегодня пенсионерки бесплатно устанавливают пожарные извещатели. Такие приборы в каждую комнату. Пожилые люди иногда забываем, как оставляешь, будет работать и будет нам помогать, чтобы не было такой случай пожара. Перед установкой пожарные объясняют, как работают извещатели. Сегодня они появились и в доме Сабировых. Даже при малейшем задымлении прибор начинает издавать сигнал, предупреждая хозяев об опасности. Очень хорошо это. Для случайно от пожара обязательно для людей надо. Каждому надо это. В селе Починок Янаева 38 домов, и люди живут в 30 из них. Сегодня такие пожарные извещатели устанавливают в 28 домах. В селе проживают 37 пенсионеров. По программе ранее мы уже установили 2 одиноким пенсионеркам приборы. Еще у нас оставалось было 3 одиноких. Установить извещатели в 5 селах – инициатива главы МЧС республики. Он уроженец села Починок Янаева. Я думаю, что и у нас в районе, и на уровне республики есть такие люди, меценаты, которые сегодня именно на этом примере могут повернуться к людям и оказать вот им именно такую спонсорскую помощь. Пожарные извещатели в республике устанавливают с 2016 года по президентской программе. Бесплатно их могут получить многодетные семьи, инвалиды и тем, кому за 70. За 5 лет установлено больше 280 тысяч таких устройств. Данные приборы дают возможность нам обнаружить пожары на ранней стадии, на стадии задымления. Вот приводя статистику, можно сказать, вот в целом по республике только с начала этого года на пожарах из-за своевременной сработки пожарных извещателей были спасены 55 человек. 2 недели назад пожарные извещатели услышали прохожие и вытащили мужчину из горящего дома в селе Пановка Пестречинского района. В прошлом году 14-летний Иван Павлинов из Алексеевского района, услышав сигнал прибора, спас 2 младших братьев. Вероника Гайнудинова, Олег Мыльников, ТНВ, Апастовский район. Госархив Татарстана еще не переехал в новое здание, но там уже затеяли ремонт. На что направят 1,5 миллиона рублей, читайте в интернет-газете «Реальное время». До завершения всероссийской переписи населения остается 4 дня. Мы сегодня отправились на родину Габдуллы Тукая, в село Новый Кырлай Арского района. Здесь большая часть жителей уже переписана. Они, как никто другой, знают, насколько важно и нужно сохранять язык и традиции. Перепись для них еще одна возможность показать свое отношение к своей нации. Муршида Хашимова, переписчик в селе Новый Кырлай Арского района. Говорит, уже почти всех жителей переписала. Осталось всего несколько домов. Всех Муршида Хашимова знает лично.
Все хорошо встречают, на все вопросы охотно отвечают. У нас село полностью татарское, говорим на своем языке, никаких сложностей нет. Абдулла Султанов – тезка Тукая. На татарском его имя Габдулла. Много лет работал в музее поэта. Рассказывает, откуда только туристы не приезжали. Удивляли татары, которые, приехав из разных континентов, прекрасно общались на родном языке. Записаться татарином, чувствовать себя татарином, должно быть гордостью для каждого. Из разных концов света приезжают показать, что мы земляки Тукая. Это для нас гордость и в то же время ответственность. В переписи участвовать нужно и важно, говорит Гульфия Зарипова. Она в Новый Кырлай переехала после замужества. Гордится, что живут на родине поэта Габдуллы Тукая. Мы разговариваем на его языке, очень горды этим. Вот и в переписи участвуем активно. Скажите, пожалуйста, а вы почему участвуете в переписи населения? Не против уж, пожалуйста. Вы ожидали? Конечно, знаем. Как живут, как изменилась их жизнь за последние 10 лет. Почему важно участвовать в переписи. Жители Кырлая об этом сегодня рассказали и журналисту из Нидерландов. Ева Кукир специально приехала в нашу республику. Она готовит статью в газету «Фолкстранд», как проходит всероссийская перепись в регионах страны. Говорит, было интересно увидеть, как все организовано в многонациональном Татарстане. Все очень с удовольствием участвуют в переписи. Все думают, что это важно, что это как-то и надо. Так что, и, конечно, для нас, в Голландии интересно показывать, что и татары себя чувствуют татаринами. Нам она рассказала, в Нидерландах перепись тоже проходит раз в 10 лет. И последние годы используют цифровой формат опроса. Страна тоже многонациональная. Там проживает больше десятка национальностей. И представитель каждого обозначает свою идентичность. Теперь Ева Кукир им расскажет, как сохраняют традицию язык татары в глубинке нашей республики. Вероника Гайнудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Арский район. Они знают вкус вяленого гуся, сами набивают подушки гусиным пухом и блины смазывают гусиным жиром. Сегодня завершился всероссийский фестиваль «Козмесе». Победители объявили во Всемирном конгрессе татар. Конкурс проводился впервые, работы, а их было более 1000, оценивали по 7 номинациям. Как за пределами Татарстана хранят татарские традиции, узнала Алия Харудинова. С первыми холодами, как гусь обрастет жирком, в татарских селах начинается праздник гусиного пера. Издавна жители деревень собирались вместе для ощипывания птицы и сбора пуха. Мясо вялят, перо в подушке. Все на приданое невестам. Лучших мастеров гусиного дела Всемирный конгресс татар искал по всей России через фестиваль «Козмесе». Жива традиция не только в Татарстане. Фатима Абдрахманова 12 часов ехала в Казань за заслуженной наградой из Оренбурга. Сегодня там проживают более 150 тысяч татар. В их доме главное украшение – подушки из пуха и пера. В этой номинации она и победила. Надо очень хорошо знать историю. А ведь от истории и зависит будущее, поэтому мы должны знать нашу историю. Историю наших родителей, наших поколений знать надо обязательно. Во-первых, татаров там много, они хотят сохранить свою традицию. А во-вторых, все-таки многие гусей держат. Башкортостанның Туймазы района. В номинации «Блюдо из гуся» одной из лучших стала участница из Башкирии. Флюра Нуриддинова, повар с 40-летним стажем. Говорит, что татарский балеш из гуся давно пришелся по вкусу нашим соседям, башкирам. Главное свою профессию любить, свою нацию любить, татар. И наши блюда уж очень интересные, натуральные. Стараемся в печи делать. Гран-при фестиваля и самовар заслужила семья из Мензелинска. Гемазовы каждый год сами выводят гусят, выращивают до 100 птиц. К семейному делу приобщают детей и внуков. Дети все видят, все смотрят, все готовим вместе. Поэтому я думаю, что вот эти все традиции продолжатся. Конкурсные работы жюри оценивало в 7 номинациях по полученным видеороликам. Эти видеозаписи, эти фотографии, эти материалы
у меня сжаты песни, стихи. В формировании идентификации нашей нации она играет тоже очень серьезную роль. И как наш Сабантуй, жинные праздники, Сэмбля, Артуган. По словам организаторов, фестиваль станет ежегодным. В этом году он собрал более 600 заявок и 1000 работ. В 2022 планирует всех участников собрать на берегу реки Ик, что в Муслюмово. Алия Хайрудинова, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. А на этом пока все. Еще больше новостей в наших соцсетях, ВКонтакте, Инстаграм. До встречи. Nissan в РРТ купил, скидку 200 тысяч и резину получил. Автоцентр РРТ 212 30 10. Медицинский центр «Фармте» приглашает пройти компьютерную томографию легких на новейшем аппарате. Без очереди, всего за 2800 рублей. Холодильник с технологией Full No Frost от компании Pozis – это энергосберегающее охлаждение, сохранение полезных качеств продуктов и отсутствие необходимости разморозки. Центр проктологии Алан Клиник. Лечение геморроя без операции. Нам доверилось более 200 тысяч пациентов. 555 1 555. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2 700. Светлая долина. Магазины, школы, детсады и уютные дворы. Квартиры в доме из надежного материала. Звоните 558 1053. АО «Тата Агролизинг» осуществляет продажу новой ИБУ сельхозтехники. Отдел продаж по телефону в Казани 203 8602. Сенсация! В Казанском цирке с 29 октября цирковая программа «Звезды манежа». Какой опасный момент! Коллекторы вышли на след и вот-вот начнут преследовать жертву. Но Банкрот-центр поможет списать долги, защитит вас и вашу семью. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Дети бывают разные, большие и маленькие, задумчивые и веселые. Но иногда им требуется помощь. 4 и 5 декабря в Казани помощь детям с ДЦП по технологии Ульзибата. Звоните 253 80 73. Беспокоит боль в ногах и неэстетичный вид из-за варикоза? Центр флебологии «Артмед» предлагает современный и безболезненный метод лазерного лечения. Без операций, шрамов и длительной реабилитации. Процедура отличается безопасностью и быстрым результатом. Ждем вас на приеме. Здравствуйте! О погоде на четверг после полезной информации. Не откладывайте заказ вашего нового шкафа-купе. Закажите его в рассрочку в Данил Мастер. Только до конца ноября. Доставка, подъем и установка бесплатно. 3D-проект шкафа в день обращения. Звоните 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево небо снова затянет облаками. Пройдет снег, местами сильный. Ночью температура опустится до -8, а днем около 1 градуса ниже нуля. Ожидается снег и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Дневная температура около нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше снег, днем сильный, ветер порывистый, на дорогах гололед. В Арске, в Кукмаре, Балтаси также не самая радужная картина. Снег, порывистый ветер. Такая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Будьте к себе внимательны. В Болгаре, в Дрожжаном, Буинске прогнозируются осадки в виде снега. Днем местами сильные и около нуля. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно и снежно. Чуть теплее, чем накануне, -1. Ноябрь – месяц, когда осень робко пытается отстоять свои права. Но зима все увереннее подбирается, чтобы постепенно выйти победительницей. Одевайтесь теплее и будьте осторожны на дорогах. Гиделикс – капли и сироп от кашля с экстрактом листьев плюща. Можно принимать всей семьей. Гиделикс облегчает откашливание и оказывает спазмолитическое действие. Сироп подходит детям с рождения, не содержит спирта и сахара. Кто это у нас соберет все лайки? А вот кашель не наша история. Гиделикс с натуральным экстрактом листьев плюща можно принимать даже самым маленьким. Кашля больше не боюсь. Гиделиксом я лечусь. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в доктор Рост.
Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В Казани ожидается облачная и снежная погода. Ночью -4, а днем около 0. Ветер юго-западный, по-прежнему сильный и порывистый. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 78%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и оставайтесь на нашем канале.